Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 30 марта 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Выпадает у нас туз пиковый картой дня. Это дополнительно для отношений, для работы, для финансов. Это у нас удача дня, это проблема дня, это решение проблемы. И совет от карт. Итак, основная карта у нас туз пиковый. Она говорит о том, что будет очень много эмоциональных каких-то событий. То есть мы все время будем вовлекаться в какие-то события, в какие-то отношения. Нас будет все задевать, нам будет трудно переварить, принять какую-то информацию. Карта говорит о том, что будет такое переменчивое настроение. Ну и, конечно же, сразу как совет, нужно переключаться, стараться весь день, нужно держать себя в руках, нужно как можно легче относиться к каким-то событиям, которые происходят, ну, насколько это возможно, конечно. Вот для отношений здесь выпадает дополнительно дама бубновая. Карта говорит о том, что нужно будет принять какой-то важный выбор, и это как раз вот будет расстраивать, задевать, мучить и так далее. То есть какой-то выбор, связанный с вашими отношениями. Может быть, это выбор в отношении каких-то финансов, может быть, это выбор в отношении детей, может быть, это выбор в отношении места жительства, недвижимости или еще чего-то, а может быть, это даже вот какой-то выбор в личных каких-то предпочтениях. То есть здесь вот все, что угодно меняется. Карта говорит о том, что вполне возможно то решение, которое вы примете сегодня, оно будет очень сильно в дальнейшем влиять на ваши отношения. То есть как-то вот все кардинально меняется. Но карта говорит о том, что не нужно под действием эмоций принимать решения. Нужно обязательно все хорошо взвесить. И если есть возможность все-таки отложить выбор, то лучше это сделать, потому что здесь все-таки может быть ошибка. Просто под действием эмоций, под действием настроения примите решение, а оно окажется неверным, потому что необдуманно, да, слишком резко принято. Вот нужно быть осторожней. Для работы выпадает дополнительно десятка бубновая. Карта говорит о том, что откроется какая-то новая информация, что-то новое узнаете в плане деятельности. Скорее всего, это будет тоже вас эмоционально затрагивать, но карта говорит о том, что вам без перемен не обойтись. Либо нужно добавлять знаний, учиться, либо нужно все-таки прояснить ситуацию, но пока что она еще не проясняется. И вот это вот состояние, когда вы вынуждены ждать вот этого ответа нужного, правильного, да, это напрягает. Особенно если, допустим, вы в поиске работы находитесь, вам ни да, ни нет говорят, и вот вы в таком напряжении можете находиться. Да и для тех, кто работает, тоже вот может быть как раз вот такая проблема разных задержек. То одно мешает, то другое, то одно неясно, то другое. В общем, здесь вот может быть такие переходные какие-то состояния. Кроме того, эта карта все-таки говорит о том, что, может быть, неплохо было бы заняться работой на дому, обучением, изучением чего-то нового, какие-то, может быть, курсы, может быть, что-то связанное с экзаменами, в общем, консультации, какие-то прямые линии или еще что-то такое можно проводить в этот день, это очень удачно будет. Для финансов здесь выпадает валет трефовый. Карта говорит о том, что либо вы будете тратить деньги слишком много под действием эмоций, необдуманно, либо эти деньги потребуются на домашних, на хозяйство и так далее. Да? То есть вот могут быть и такие расходы. Кроме того, может быть, деньги будут уходить как-то под действием каких-то обстоятельств неожиданных, когда вы даже не рассчитывали. Но вот приход денег может быть тоже вполне, причем, знаете, вот не для всех, для тех, кто
может быть, раньше вкладывался очень в какой-то проект, в какое-то дело, да, и вот в этот день может как-то неожиданно совершенно для вас открыться вот возможность для получения какой-то крупной суммы денег. Что еще здесь может быть? Может быть, так, это у нас финансы. Может быть, какие-то споры из-за денег еще, может быть, даже вот с ближним окружением, с партнерами и так далее. Может быть, даже и по работе тоже какие-то споры из-за денег могут быть. Так, теперь проблема дня у нас туз червовый. Карта говорит о том, что проблема в том, что нельзя действовать решительно, нельзя проявлять активность, нельзя приниматься за какие-то важные дела, получать какие-то результаты. И это напрягает. Как решать проблему? Восьмерка трефовая. Придется ждать, придется набраться терпения. Эта карта связана очень часто с какими-то государственными делами, законами, ограничениями. Но, в принципе, вот так оно и есть. Сейчас у нас такая ситуация в стране, да, что мы не можем какие-то свои возможности осуществить. Но карта говорит о том, что либо нужно менять как бы путь, да, вот менять, может быть, даже менять дело, может быть, менять подход, может быть, договариваться с какими-то другими людьми, искать помощь среди вышестоящих и так далее. То есть вот проблема, она решается либо терпением, либо вот помощью вышестоящих лиц. Но в любом случае, вот карта говорит о том, что менять тут не нужно цель. Цель должна остаться такой же, но нужно менять подходы к ней. И удача дня будет в короле бубновом. Это карта прибыли, это карта коммерции, это карта изменений, связанных с деньгами. То есть если вы как-то попадете в поток, да, и, может быть, какая-то сделка может быть совершена коммерческая, очень хорошо, то есть для купли-продажи просто великолепная карта. То есть удача будет в индивидуальном предпринимательстве. Если что-то продаете, покупаете, если, знаете, какой-то риск, но очень обдуманный, когда вы точно знаете, что вот выиграете, тут нельзя необдуманно действовать. И также карта связана с независимым таким мышлением. То есть если вот вы точно знаете, как вам поступить, но все вокруг вам говорят, что нет, не надо, все-таки прислушайтесь к себе. Вот эта карта вот именно такого независимого человека, независимого мышления, который вот чувствует внутри себя, как ему лучше поступать. И совет на день, валет бубновый, карта говорит о том, что, скорее всего, придется принимать какие-то радикальные решения. Вот и здесь вот у нас карта говорит о том, что нужно решения какие-то принимать. И вот с деньгами тоже могут быть какие-то неожиданные ситуации. Вот совет дня, если нужно принимать вот это решение, все-таки сделайте это, не откладывайте. Даже если будет какое-то неожиданное происшествие, даже если будет какой-то вот шок от какой-то информации, может быть, да, все-таки нужно как бы прийти в себя, нужно все себе объяснить разумно и принять какое-то решение. Также карта говорит о том, что нужно принять то, что в жизнь приходит, это как результат того, что мы сами для себя создали. Вот все, что раньше мы заложили, в этот день мы можем получить. Очень так как бы неожиданно может это приходить в жизнь. Даже если мы имеем какое-то отношение к этим делам, все равно, может быть, мы очень давно совершали какие-то поступки, за которые сейчас вот приходит ответ. Да? Это может быть как положительно, так и отрицательно. То есть все зависит от того, что мы в прошлом совершали. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось, желаю, чтобы все наши реакции на то, что происходит, были разумными и положительными. Желаю всем здоровья, удачи и счастья. Всего доброго, до новых встреч.